Доброе утро. Начинаем новый день вместе с утра Якутии. Понедельник, неделя начинается. Это ли не повод порадоваться? Потому что очередные, будем считать рабочий момент, именно 5 дней. 5 дней, когда мы можем сделать что-то, чем потом будем гордиться. Доброе утро, дорогая республика. И как всегда, в это время на телеканале Якутия 24 НВК Саха мы приветствуем всех наших любимых телезрителей. Сегодня в студии работает Павел Танин и Дарья Анкехова. Да. Ну и по традиции будем делать сегодня, как и каждое утро, все возможное, чтобы день ваш начинался с улыбки, с большого количества полезной, познавательной информации. Ну вот, например, с чего начнем? В ближайшие минуты ожидаем в нашей студии Виктора Колесова, генерального директора Сахамедиа. Холдингу в этом году исполняется 10 лет. И вот как раз поговорим об итогах десятилетия и о предстоящих планах. Знали ли вы, что мошенники могут оформить кредит за вас, взяв лишь ваш сотовый телефон? То есть по номеру телефона они могут оформить кредит. Как не попасться на эту уловку, расскажет нам наш юрист. Весна не за горами, пора прикупить себе новое пальто. Стилист Дарья Габышева расскажет о тенденциях. Ну а также мы узнаем астрологический прогноз сегодня, поговорим о погоде. И, собственно, в конце нашего эфира мы будем ждать с наших еще одних утренних гостей. Это будет выбывшая пара из нашего супер танцевального проекта. Обо всем по порядку, я думаю. Ну а начнем, как всегда, О погоде. на отметке 49 градусов. В Заречной группе 48-43 ниже 0. В южных районах до минус 32. В Вилюйской 43-47, в Нижнеленских 45-46 градусов мороза. В западных районах до минус 43. В Колымандигирской группе улусов 30-48 ниже 0, в Янских 37-51 градуса мороза. На северо-западе до минус 38. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 40 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег, местами туман, ветер слабый. Температура воздуха ожидается до минус 36 градусов. На календаре 6 февраля – это День Святой Аксиньи. В народе считали, что в этот день наступает переломный момент в зиме, потому что увеличивается и световой день, морозы уже не такие крепкие, как они бывают обычно в январе. Ну а также люди придерживались нескольких примет. Нельзя, например, в этот день стричь ногти или волосы, потому что тем самым ты можешь укоротить свою удачу. А если вдруг ночью снились плохие сны, о них не стоит никому рассказывать. Ну, собственно, интересная традиция. Ты вот у меня практически как энциклопедия, Паша. Вот все знаешь и традиции, и праздники. Ну а какие еще даты и события были в этот день в истории, запомнились, узнаем сейчас. На календаре 6 февраля. Сегодня отмечают Международный день бармена, день отказа от мобильного телефона. По народному календарю Аксиньин день, Ксения полузимница. Аксиньин день называли также весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны. В этот день немецкий химик Клеменс Винклер открыл германий, один из немногих элементов таблицы Менделеева, который имеет редкостные терапевтические свойства. Впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море. Беспроволочный телеграф был создан российским ученым Александром Поповым. Поставлен рекорд в купольной акробатике. 357 парашютистов образовали гигантский цветок в небе Таиланда из собственных тел. Рекорд занесен в книгу Гиннесса. В этот день родились Боб Марли, ямайский музыкант стиля регги; Игорь Матвиенко, российский продюсер, композитор; Константин Эрнст, продюсер, сценарист, актер, режиссер; Евгений Пашутин, советский и российский баскетболист, тренер, заслуженный мастер спорта России. Именины сегодня у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия и Николая. Еще одну красивую дату, десятилетний юбилей, в этом году отметит холдинг Сахамедиа.
Ну и вот об итогах работы холдинга за эти 10 лет, о планах на следующие года мы сегодня поговорим с генеральным директором акционерного общества «Саха-Медиа» Виктором Колесовым. Виктор, доброе утро. Ну, вот что из себя спустя 10 лет представляет медиахолдинг? Какова его структура? Сколько человек сегодня трудится на... Ну, фактически «Саха-Медиа» все-таки это информационный такой холдинг, поэтому на передовой информации сколько человек сегодня трудится? Ну, вообще, вот для понимания нужно сказать, что указ президента республики был подписан в ноябре 2012 года, да, а зарегистрировались мы, то есть получили, стали как юрлицом как раз-таки в 2013 году. На сегодняшний день у нас работает порядка 80 человек. Основные наши направления, ну, это наша редакция «Якутская Саха» информационное агентство, значит, есть «Саха-серия» газета, и «Якутия» газеты у нас уже более 100 лет истории имеют, да, и это республиканский медиа-центр. Значит, ну, если говорить о Саха информационном агентстве, да, значит, на сегодняшний день мы буйно развиваемся в сети Telegram, значит, кроме того, значит, должен сказать, что у нас просмотры за последние 3 года увеличились практически 2 раза. На сайте сегодня у нас в день где-то до 3 миллионов просмотров в месяц бывает. Вот. Ну и телеграм-канал сейчас порядка 12 тысяч подписчиков. Кроме того, нужно сказать, что 7-й год подряд Якутская Саха информационное агентство, значит, у нас занимает 1-е место в индексе значит, цитируемости. Значит, и по просмотрам, значит, Live Интернет тоже 1-е место. Ну и все остальные, значит, наши Саха-серия, электронные, имеется в виду, сайт, значит, и Якутия Дейли у нас тоже заходит по просмотрам в топ-10, занимает, соответственно, 5-е, 6-е место. На сегодняшний день, значит, мы также работаем на Дальнем Востоке. Значит, у нас есть дайджест новостей «Я Дальний Восток», который работает под Якутским Саха-информационным агентством. Значит, и уже 2-й год работает. Ну, кроме этого, значит, мы буквально в прошлом году запустили сайт Саха-серия, который сразу выстрелил буквально на 5-е место по просмотрам в республике на якутском языке. Ну и буквально, вот, если не ошибаюсь, в 2016 году мы впервые создали якутский сайт Эдерсас, который сегодня также работает. Ну, в этом направлении, значит, мы стабильно идем, но у нас есть куда развиваться. Вот вопрос сразу возникает, да, вы вот перечисляете среди, ну, ваших различных направлений деятельности, все-таки мы переходим на такие интересные, да, телеграм-каналы, сайты, но печатные издания все равно пытаемся сохранить, да, вот как тенденция в этом плане, как меняется вообще все, и хватит ли нам еще, ну, я не знаю, там, десятилетия, наверное, чтобы сохранить печатное издание, или все-таки вы как специалист считаете, что совсем скоро мы все перейдем на электронный вариант? Знаете, сколько-то лет назад, там, скажем, лет 10 назад, я думал, что да, скорее всего, скоро все поменяется, но сейчас тенденции мировые такие, что действительно есть снижение бумажных СМИ, да, но в то же время, во-первых, они трансформируются в электронные виды. То есть они сохраняют свою генетику, работают по-современному. В то же время, в свое время мы думали, значит, да, что вот, скажем, появилось кино, театр пропадет, да. Театр, как видим, до сих пор работает, да, это отдельное направление. Потом, когда появились, значит, видеомагнитофоны, сказали, все будут смотреть дома, кинотеатр пропадет. Тем не менее, кинотеатр тоже функционирует. Поэтому я считаю, что у газет будет свой читатель, тем более газета — это документ, да, который хранится в библиотеке и так далее. Ну и людям приятно, это, как сказать, и сувенир. Материал о нем вышел, он его сохранил, взял, там до сих пор у нас вырезку сделал, да, внукам оставил, правнукам и так далее. Поэтому у газеты есть свое направление. Я думаю, что она будет, и, по крайней мере, как мне кажется, на наш с вами век хватит. Вот все-таки газета, она, ну, на ваш взгляд, никогда не умрет, скажем так, она будет жить, существовать. Да, я думаю, что я боюсь сказать там на многие сотни лет вперед, да, но я думаю, что вот, ну, в ближайшие там 50, я думаю, 100 лет в каком-то виде она будет. Ваши коллеги сейчас также работают и в зоне СВО. В каком количестве человек сегодня они там и какую информацию они могут предоставить нам, читателям, зрителям? Ну, мы съездили, значит, в зону СВО в конце прошлого года, буквально за неделю до Нового года мы вернулись. Кстати говоря, сейчас наши коллеги, ваши коллеги телеканала Якутия-24 находятся там. Кстати говоря, и вы совсем недавно праздновали свой юбилей. Да. Я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить наших коллег Якутия-24 с этим юбилеем. Мы буквально с вами на 5 лет разницы.
Вот. Ну и также должен сказать, что вообще в целом, конечно, мы отработали там вот в прошлом году, до этого мы прошли обучение, точно так же, как и ваши коллеги. Вот. Должен сказать, что с самого начала, как только началась специальная военная операция, наверное, вы почувствовали, что очень много началось фейков в WhatsApp и так далее. Значит, и мы вместе с вами приняли, наверное, тот информационный удар, который был, и атаки на сайты и так далее. Это все очень было совсем недавно, совсем свежо в памяти. Ну и тогда вот мы начали освещение, а потом, когда началась, значит, ограниченная мобилизация, тогда уже наши корреспонденты, тоже отвечая на фейки, которые выходили в телеграм-каналах и так далее, в мессенджерах, мы поехали, значит, по Дальнему Востоку, в местах дислокации наших, тех, кто был мобилизован. Но когда они уже поехали на Запад, значит, да, ну, было принято решение, что мы тоже должны поехать, прошли обучение. На сегодняшний день у нас 4 сотрудника прошли обучение, ну, не считая меня. Значит, и это, грубо говоря, 2 журналиста и 2 видеооператора. Ну, поговорили мы уже о работе, да, за 10 лет, которая была проделана, к чему за 10 лет холдинг пришел. Что дальше? К чему будете стремиться? Какие уже наметки есть? Как будет развиваться холдинг? В первую очередь, то, чего мы сегодня добились, это, конечно же, не только заслуга тех, кто сегодня работает, это заслуга наших ветеранов, бывших руководителей. Как я уже сказал вначале, у нас есть куда расти, есть где себя оттачивать. Вот, на сегодняшний день мы, значит, намерены, во-первых, увеличить свою оперативность, потому что в этом направлении, я думаю, что никогда нет, скажем так, какого-то апогея. Вот. Оперативность, в то же время, значит, это аналитические материалы, отработать, улучшить их качество и подачу материалов. Ну и сейчас одно из самых важных таких вещей – это увеличение подписки. Это сложная работа, которую мы начали вот с конца прошлого года с новым темпом, с новым усилием. Так, и вот в этом году, я думаю, с муниципальными образованиями, там, вместе с Почтой России, с другими организациями, мы должны продумать логистику и сделать так, чтобы наши печатные СМИ тоже стали доступнее для населения. Виктор, спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Мы поздравляем всех сотрудников Сахамедиа, наших коллег с замечательной датой, с юбилеем 10 лет. И я думаю, что это только лишь такое хорошее начало. Все у вас еще впереди, и я уверена, что именно ваш холдинг будет и дальше радовать читателей, подписчиков, полезной, а самое главное, честная информация. Да, поэтому желаем, естественно, удачи и легкости движения к следующему десятилетнему рубежу. Ну а прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. ЕС ввел эмбарго на нефтепродукты из России и вместе со странами Большой Семерки установил ограничения цен на них. Лимиты будут действовать для западного бизнеса и подконтрольных Западу логистических компаний и территорий. С 5 февраля начнется переходный период в 55 дней до 1 апреля. На уровне цен будут пересматривать раз в 2 месяца. В странах ЕС с 5 февраля вступает в действие запрет на поставки российских нефтепродуктов морским путем, который был согласован в июне 2022 года. Поставки нефти по трубопроводам не ограничены. Глава Якутии провел совещание по обеспечению кадрами Якутского республиканского онкологического диспансера. Глава дал поручение продолжить обучение врачей-онкологов и среднего медперсонала. Специалистов готовят на базе ведущих образовательных организаций России. Напомним, современный онкоклинический центр будет введен в 2023 году. Здание будет состоять из 4 блоков, в котором будут размещаться стационарные отделения хирургического профиля, химиотерапевтическое и диагностическое отделение, а также отделение лучевой диагностики.
Посетители многофункционального центра «Удачного» теперь могут пользоваться бесплатным интернетом, ожидая очереди на консультацию. Точка доступа Wi-Fi заработала в офисе «Мои документы» при поддержке администрации города. Помимо МФЦ, беспроводной интернет доступен в социальном фонде, ПТВС и в муниципальном отделе по социальной защите. Благодаря высокоскоростному интернету ускорилось и обслуживание посетителей. Центр «Мои документы» – вторая открытая площадка в Удачном с беспроводным бесплатным интернетом. В прошлом году он появился на центральной площади города. Якутск спасает попавшее в беду животное. На забредшую в Жатай косулю напали бродячие собаки. Отбив косулю от собак, ее занесли в тепло. Также ей смогли быстро найти ветклинику, где была возможность оказания экстренной помощи. По словам ветеринаров, за последнее время к ним обращались с 15-16 косулями. Из 16 животных выжило только одно. Мини-зоопарк столицы республики предлагает увеличить статистику спасенных животных. Сейчас у нас выявилась еще одна проблема. Косулю раздувает, тимпания, у нее остановка желудка. Так что мы пока этим занимаемся. Состояние тяжелое, конечно. Бегун-экстремал из поселка Светлый Мирнинского района Василий Горбунов второй раз примет участие в международном марафоне «Полюс холода». Самый холодный пробег в мире соберет более 100 человек. 11 февраля марафонцы пробегут по маршруту Аймикон-Тамтор. К соревнованиям Василий Горбунов начал готовиться с октября. Особое внимание он уделил экипировке. За плечами 73-летнего бегуна несколько суперпробегов. Самый длинный маршрут – Москва-Якутск протяженностью 8700 километров. Василий Горбунов пробежал за 80 дней. Когда были у нас холода, я не сидел дома, а бегал. Старался, чтобы там на севере, в Аймиконе, 57 прошлый год было. И вот поэтому тренируюсь и холода бегаю. Федор Емельяненко проиграл нокаутом Райану Бейдеру в своем последнем бою в карьере. Он вышел на бой без флага России, как и другие российские спортсмены, выступающие в Беллатор. На счету Емельяненко 40 побед, а один поединок был признан несостоявшимся. Россиянин является 4-кратным чемпионом мира и 9-кратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко возглавляет Союз ММА России. Утро Якутии, 6 февраля, понедельник. Встречаем этот день вместе с вами. Многие, наверное, помнят такой замечательный телепроект под названием «Большие гонки». Но что-то похожее произошло недавно в Сочи. А именно, бык посоревновался с туристами на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Молодой бычок в четверг пробежался по горнолыжной трассе сочинского курорта «Роза Хутор» и устроил туристам настоящие гонки. На кадрах видно, как животное обгоняет лыжников и сноубордистов на склоне, а затем пытается бесплатно воспользоваться подъемниками. В пресс-службе «Роза Хутор» сообщили, что быка изолировали от посетителей курорта, а также укрепили ограждение трасс сетями. От контакта с парнокопытным никто не пострадал. Как его отсюда доставать потом? Достаточно резво он бежит и преодолевает эту трассу. Ты знаешь, неудивительно. Вот в Жатае у нас в Косуле, в Сочи, видишь, бычки бегают. Что-то происходит. Как воспитанный турист хочет по подъемнику подняться, не пускают. Это просто был бык, который хотел заняться спортом. Тот момент, когда ты хочешь спуститься, но не можешь. Знаешь, это забавные кадры, но с другой стороны ведь очень опасно. Ну, на самом деле, да, вот реагирует на скоростной спуск бычок и побежит. Представляешь, ты едешь на скорости, катишься, и перед тобой бычок. Вот что Перед тобой сделать? бычок, а вот все. А потом рассказываешь. Ехал, тут бычок. Да. Очнулся гипс. Кто-то сейчас выбирает лыжи и сноуборд, а герой нашего следующего материала, инженер из Перми, разработал конструктор-трансформер, из которого можно сделать 80 средств передвижения. По мнению автора проекта, главная задача трансформеров – объединить отцов и детей за общим досугом. Подробности далее. Инженер и предприниматель из Перми Егор Власов разработал универсальный конструктор-трансформер, из которого можно смастерить практически любой вид транспорта. От велосипеда до электромобиля. А когда надоест, разобрать его и собрать новый. Вместе с дочерью мужчина собрал электросамокат, а также прокатился по снегу на другой модели собственной сборки. Самое главное, скелет этого конструктора – это специально разработанный алюминиевый профиль. Он выдерживает большие нагрузки и при этом относительно легкий.
Из него собираются рамы, то есть вот скелет, собственно, всего конструктора. С помощью специальных деталей из полиамида со стекловолокном профили собираются между собой под различными углами, то есть есть специальные элементы, которые задают угол. Власов увидел подобные конструкторы у голландских производителей, после чего решил приспособить для российского рынка. Его компания Bigo разработала модели на шинах низкого давления, подходящих для езды по снегу, и увеличила грузоподъемность до 100-150 килограммов. Также практически все детали конструктора производятся в России. Изначально мы посмотрели эту идею у голландцев и потом уже стали искать варианты, как мы можем сделать что-то похожее. И сделать лучше, интереснее. У нас сразу родилось ряд дополнительных идей, и мы начали над этим работать. Мы разработали различные детали, позволяющие данный конструктор использовать для взрослых. То есть он выдерживает около 100 килограмм нагрузки. Честно говоря, мы сами тестировали и до 150, то есть можно собирать намного более серьезные модели. Плюс мы разработали модели на шинах низкого давления, чтобы можно было кататься по снегу, по какой-то пересеченной местности. Как говорит Власов, главная задача трансформеров – объединить отцов и детей за общим досугом. Многим папам не так интересно играть с детьми, и поэтому они проводят недостаточно времени. А здесь, когда им самим интересно, они с удовольствием вместе играют, и это объединяет семью, то есть они работают над общей целью. Автор проекта выразил надежду на то, что его изобретение поможет возродить техническое творчество в российских школах. Вообще мы очень хотели бы, чтобы данные конструкторы появились условно в каждой школе, и чтобы можно было возродить вот это техническое творчество, которое ушло вместе с СССР, когда было более 200 тысяч различных научных кружков. И мы хотели бы, чтобы сейчас это снова возродилось, потому что это такое же творчество, как рисование, как музыка. Все. Вот 20. Нет, не 20 по счету, 20 по размеру. Технологии упрощают жизнь не только честным людям, но и преступникам. Одна удачная операция в среднем приносит им около 8 тысяч рублей. Каждый воровской колл-центр делает в сутки от 3 до 7 тысяч звонков, но обмануть удается лишь 1% абонентов. Тем не менее, цифры складываются астрономические. Тему мошенничества продолжит наш юрист Вероника Тамтосова. Доброе утро, дорогие телезрители. Итак, у нас появился новый вид мошенничества. Появился-то он давно, но сейчас громкое дело рассматривается в Верховном суде Российской Федерации. Елизавета Ефремова обратилась в суд, оспаривая выдачу, признавая, точнее, недействительным договор кредитный в связи с выдачей ей кредита в размере 205 904 рублей под 18,9%. Достаточно крупная сумма для любого из нас. Получается, деньги она получила и заключила кредит посредством мобильной связи. То есть ей позвонили мошенники, представились работниками банка, сообщили, что они хотят принять у нее отказ от заключения кредитного договора, попросили сообщить и цифры, это 2 цифры СМС-оповещения от банка, они, правда, ей пришли, раз просили сообщить, потом второй раз для подписания, и сказали, что вот все, соответственно, кредит не будет заключен. Давайте, конечно, не будем рассуждать, что не со всеми это возможно, но тем не менее, если вы пользуетесь интернет-сервисами банка и у вас идет подписание платежных поручений при отправке платежных документов с помощью СМС-уведомлений, и является вход в банк, вы также осуществляете с помощью СМС-уведомлений другие операции, которые связаны с оперированием вашими денежными средствами на счете в банке, происходят с помощью СМС-уведомлений, мы никому их не сообщаем. Оператор, который вам звонит, он у вас данные не будет спрашивать. Эти СМС-уведомления только для того, чтобы вы сами работали, получается, с системой. Как можно от этого защититься? Во-первых, если вам звонят с неизвестного номера и представляются работникам банка и начинают спрашивать те или иные данные, естественно, мы их не сообщаем. Мы кладем трубку,
перезваниваем на официальный номер банка, у них у всех есть специальные номера, и спрашиваем диспетчера, что вот я такой-то, такой-то гражданин, у меня счет в вашем банке, прошу сообщить информацию, что возникли какие-то сложности с операциями по моему счету. Если к вам было реальное обращение, то вас переведут на специалиста, который занимается этим вопросом. Если обращение было мошенником, то банк сообщит, что ему ничего не известно о вашем обращении. Второй момент. Что касается номера 900, все мы являемся пользователями тех или иного банка, но вот часто этот номер является точкой преткновения, потому что участились звонки с номера 900. С этого номера звонки не поступают. Звонить на него возможно, а принять от него звонок нет. То есть с 2022 года специалистам банка перекрыли доступ к данному номеру, чтобы они не могли им воспользоваться. То есть сейчас это только односторонняя связь нас с банком. Специалисты с этого номера не звонят. И повторяемся. Ни в коем случае никакие СМС-коды при непрямой работе с банком, то есть когда вы не работаете с сайтом официальным банком, с официальным приложением банка, где этот код нужно ввести, никому не сообщаем. То есть уже есть прецедент, есть факт мошенничества, заключения кредитного договора, дело находится на данный момент на рассмотрении, то есть мы не знаем, выиграет данное физическое лицо или нет, это пока неизвестно. В Верховном суде дело направлено в первую инстанцию, оно будет пересмотрено, но там есть помимо СМС работы с банком есть иные нарушения. Не факт, что они будут повсеместно во всех делах учитываться, поэтому будьте осторожны, будьте внимательны и никому персональные данные внутренней работы с приложениями банков, своих средств, пожалуйста, по телефону не сообщайте. Новая неделя дарит новые возможности, и при этом есть вероятность, что последнюю роль в этом играют звезды. И как пройдут следующие 7 дней, часто люди узнают из собственно, астрологических прогнозов. Если вы желаете со всем справиться и получить максимальную радость от жизни, возьмите на заметку наш астропрогноз на предстоящую неделю. Овны. В начале новой недели представители вашего знака будут испытывать одиночество и разочарование без явных на то причин. Однако через несколько дней эти чувства уйдут, а на их месте появится душевное спокойствие и удовлетворение. Звезды советуют овнам быть уверенными в себе, а в работе без стыда демонстрировать свой несгибаемый характер. Тельцам звезды не советуют на этой неделе ходить на свидания и спонтанно куда-то ехать. Знакомства с новыми людьми могут доставить неприятности, поэтому будьте внимательны. А вот тем, кто занимается бизнесом или развивает семейное дело, удастся получить благословение от пожилых людей в виде финансов, помощи и новых возможностей. Близнецы, на этой неделе люди и события будут провоцировать эмоции, о наличии которых вы даже не подозревали. Не старайтесь с этим бороться, а лучше с благодарностью принимайте все обстоятельства и исследуйте свой внутренний мир. На работе близнецов ждет успех. Звезды помогут найти правильный путь в принятии сложных решений. На этой неделе ракам придется много времени посвятить другим людям и служению им. Благоприятное расположение звезд подарит вам мудрость и даст понимание, как правильно поддерживать знакомых, какие слова лучше говорить друзьям и чем помогать любимым. Лев. Если граница между работой и личной жизнью стирается в течение этой недели, не бейте тревогу. Это не так уж и плохо, потому что звезды обеспечат успех в обеих сферах, а вас силой совсем справиться. На этой неделе не следует скрывать свои смелые идеи и творческий потенциал. Вдохновление, которым вы будете максимально обогащены, поможет произвести впечатление на руководство и партнеров. Девы, в начале недели у вас будут переполнять вдохновение, желание делиться своим творчеством с другими, поэтому не сдерживайте себя. Возможно, именно в течение этого времени вы поймете, что детское хобби вовсе не игрушка, а дело вашей жизни. Оставайтесь верными себе, своим целям и принципам, а девам-родителям следует поощрять и поддерживать творческие начинания своих детей. Весы – это отличная неделя для реализации планов в вашем доме. Заручитесь помощью родного человека или друзей и, наконец-то, устройте желаемый ремонт. Хотя неделя будет максимально приятной и положительной, без проблем не обойдется. Решать все вопросы вам поможет ваша знаменитая проницательность и интуиция. А на выходных посвятите немного времени самому себе.
Скорпионы. Объединитесь с близким другом или партнером и обдумайте идеи, поскольку их вклад будет стимулировать ваше развитие и подарит вдохновение. В принятии важных решений на этой неделе вам следует руководствоваться практичностью и сохранять хладнокровие. Стрельцы, в начале этой недели примените прогрессивные идеи на работе. Если другие не понимают вашего видения, это вовсе не помеха, а наоборот, прекрасная возможность принести изменения и взять на себя ответственность, которая в будущем принесет доход. Используйте все возможности, не отвлекаясь на второстепенные вещи. Козероги – эта неделя – прекрасное время для творческих проектов и создания красивых вещей. Вам следует разблокировать свой потенциал и отойти от привычного графика. Работа подождет, ведь самореализация и возможность заниматься любимым делом – самое важное для каждого из нас. Водолеи, на этой неделе звезды сделают из вас самую настоящую звезду, поэтому оставайтесь собой, чтобы привлечь правильных людей и желаемые события. Однако не поднимайтесь слишком высоко. Если желаете достичь успеха, вам все же следует быть трудолюбивым и сосредоточенным. Рыбы, на этой неделе вам стоит как можно больше времени посвящать друзьям и установлению новых связей. Позитивное влияние на дальнейшее развитие вашей жизни окажет работа в социальной или благотворительном секторе. Поэтому, если есть возможность где-нибудь поработать волонтером, воспользуйтесь ей. Паша, вот очень часто в гороскопах дают такой совет, как расслабьтесь, уделите время семье, а зачастую говорят, уделите время себе любимому, займитесь творчеством, искусством, но либо шопингом. Ну, либо шопингом. Да. Тоже можно. Вообще шопинг... Вещь. Да, вообще в терапевтических функциях, скажем. Даже есть же такое понятие, как шопинг-терапия. Ну да, потому что это, в принципе, такой процесс, он такой как бы вроде бы и расслабляющий какой-то, местами медитативный, ходишь, что-то выбираешь. А причем особенно приятно, когда ты можешь это все купить, все, что ты... Это прям вот вишенка на торте терапии шопинговой. Но я вот для себя недавно открыл другой вид шопинг-терапии. Это шопинг в части мебели, когда ты ее покупаешь, собираешь, и она стоит красивая, и вроде купил, и сам собрал, и вот тоже как-то приятно на душе становится. Но вот видишь, тебе все-таки нравится больше процесс нахождения этой мебели или уже результат, конечно? Ну, нет, процесс нахождения мебели. Мне нравится процесс сборки и конечное потом удовольствие результатом, как классно шкаф вписался в интерьер, например, ну или что-то такое. Ну, говорить о шопинге можно, конечно, часами. Ну, а сейчас мы передадим слово нашему эксперту в мире моды, который посоветует нам, как нужно правильно выбрать себе хорошее пальто и что сегодня в тренде. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Бронислава Мэй, я персональный стилист. Сегодня мы с вами наблюдаем шикарную весну за окном. Значит, самое время уже снимать ватники и менять верхнюю одежду на что-то более легкое и стильное. Эко-шубы давно завоевали сердца многих модниц, и это возможность иметь не одну шубу в гардеробе, а сразу несколько. Например, эко-шуба данного фасона выглядит очень хорошо и стильно. Она похожа на куртку удлиненного формата. Вы можете носить такое даже с высокими унтами ботфортами. Это будет выглядеть также хорошо. Также вы можете сочетать с брюками, с различными костюмами. Такая куртка, я думаю, может быть базовой в гардеробе, основной. То есть дальше вы можете дополнять более яркими акцентными шубами в разных цветах. Мы все с вами уже привыкли к фасону тренч. Данный фасон хорошо смотрится в весеннее время, осеннее время, потому что это стильное пальто, которое всегда органично вписывается в гардероб. А здесь у нас пальто Астраган. Это также эко-мех под каракуль. Такое пальто вы можете носить в сочетании, например, с толстым армейским ремнем, с кепками, это будет хорошо смотреться, с различными шляпами. Такое пальто хорошо впишется в гардероб девушки, которая работает в офисе. Это будет выглядеть органично и естественно. Следующий вариант – это шуба из эко-кролика. Это базовый фасон, который вы можете носить по-разному. Здесь вы можете расстегнуть пуговицы и носить в формате халат за счет ремня. Также вы можете носить его в формате оверсайз, то есть застегивая на пуговицы. Хорошо будет сочетаться с плоским ходом и с объемными головными уборами, балаклавами и шапками капор.
Леопардовый принт выбирают девушки, которые любят рисковать и приключения. Именно в такой шубе вы точно найдете себе много классных приключений и будете выглядеть очень ярко. От вас точно невозможно будет отвести глаз. Такую шубу в сером цвете можно носить как базовый предмет гардероба, потому что именно серый цвет нивелирует дерзкие намерения данного принта, поэтому вы можете спокойно носить его даже каждый день. Выбирайте цвет и принт по своему настроению и состоянию души. Когда вы выбираете себе куртку или пуховик, обязательно смотрите на состав материалов, из которых она выполнена, потому что именно это дает гарантию тепла и надежности, также прочности и износостойкости. Данная куртка в ярком желтом цвете поможет вам отличиться на улицах города, ну и, конечно, поднимет настроение. Вы будете самым настоящим солнцем на улицах города. Данная куртка отлично подойдет для девушек, которые любят сочетать разные образы. К данной куртке вы можете добавить огромное количество разных аксессуаров любых цветов. Это могут быть и яркие головные уборы, это могут быть и акцентные варежки, обувь или сумка. Такая куртка отлично сохранит тепло за счет своей длины макси. Это один из трендов сезона, поэтому выбирайте такую длину и чувствуйте себя комфортно. Данная куртка – идеальная база. Именно с нее можно начать строить свой гардероб верхней одежды. Имея, например, базовую куртку в гардеробе, дальше вы можете спокойно дополнять ее более яркими акцентами. Такая куртка чем хороша? Она универсальна. Вы сможете ее носить в сочетании с разными головными уборами и обувью. Бежевый цвет отлично успокаивает и хорошо подходит для тех, кто является приверженцем минимализма. Как вот одеваться ты будешь весной? Ты уже подчеркнула ли какие-то идеи? Но мне очень понравился вот леопардовый принт. Леопардовый принт. Годы идут, леопардовый принт всегда остается в тренде. Но тем временем, что хотелось бы сказать, вчера, 5 февраля, на нашем канале грандиозный, классный, танцевальный, невероятный шоу-проект «Танцуй». Состоялся второй конкурсный эфир, во время которого стали известны имена первой пары, которая покинула этот проект. И сегодня они у нас в гостях. Владимир Иннокентьев, Ольга Павлова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте для тех, кто не смотрел проект, возможно, да, либо только присоединился, да, к фанатам этого уже телеконкурса, определим, кто из вас профессиональный танцор, а кто начинающий, так сказать. Начинающий. Начинающий? Угу. Я хореограф, профессионал. Вот. Как вообще ваша история участия в проекте началась? Ну, так, в 2 словах. Ну, у меня на работе начинали спрашивать, кто хочет участвовать. Ну, я вызвался. Ага. Ну, необходимо отметить, где ты работаешь? В Алмаз-Аргенбанке, АЭП-IT. Угу. То есть представитель такой, знаешь, банковской сферы. Почему банковская? АЭП-IT — это информационные технологии. Информационная, но Алмаз-Аргенбанк. Да, хорошо. Значит, вам сказали, нужно участвовать, согласились сразу. А первое, значит, у вас воскресенье, это было просто как представление, да, шоу, вы станцевали. Как тогда? Первые эмоции какие были? Понравилось? Вовлекло вас в этот процесс? Да. Очень понравилось? Ну, первое время было тяжело. Волнительно было. Да, волнительно было, потому что такой первый опыт такого участия в таких проектах больших, и поэтому сильно волновался. А вообще с танцами раньше как-то связаны Нет. были? И вот отсюда вытекает вопрос для Ольги. Ольга, насколько трудно было, вы как профессиональный хореограф, то есть на ваши плечи все равно ложится вот собрать эту композицию, номер, то есть обучить человека, насколько это было трудно, насколько Владимир податливый ученик? Конечно, с самого начала. Сначала было трудно, конечно, то, что человек никогда не танцевал. Его надо сначала узнать телом, как он пользуется своим телом, можно сказать. И еще помимо этого надо узнать человека самого, подружиться. Вот. Ну, сначала было трудно, потом постепенно было нормально. Вот в целом 2 конкурсных эфира вы отстреляли, так сказать. Вчера все равно в рамках выпуска ваш танец, народный танец был показан. Достаточно неплохое такое выступление. Но, возможно, немножко обидно, может быть, грустно. Тем не менее, вы первые, кто покинули проект. Каково это быть первыми в такой вот ипостаси? Покидать первым, конечно, было неожиданно и немножко обидно. Да нет, вообще не так-то уж обидно.
потому что все участники, хореографы, они так дружно относятся друг к другу, все поддерживают друг друга, Да. подбадривают. Ну, вот вчера тоже во время эфира, кто смотрел, было видно, когда уже объявили, что вы покидаете, все к вам подошли, обнялись, вся вот эта, все пары, которые присутствовали в данный момент в студии. Но в целом, то есть короткий такой период участия у вас получился, всего 2 конкурсных эфира, ну, то есть 3 эфира все-таки вы присутствовали. Что-то за это время для себя новое, ну, может быть, в том числе и эмоциональное почерпнули, то есть прошли ли эти 3 эфира с пользой для вас? Не обязательно танцевальной пользой, может быть, вот именно эмоциональной, какой-то друзей, может, новых встретили там. Это вопрос к обоим. Но да, знакомства были, и понял то, что в этом проекте участвуют замечательные люди, которые вот после эфира мы проходим свою гримерку, так сказать, и там все встречаются с улыбками. Вот, все поддерживают друг Все друга. друг друга да. поддерживаем. То есть не конкуренты, Нет, конкурентов там нету. Ну, с нашей стороны не было лично. То есть вы ко всем так с добротой? Да. Ну, тогда логичный вопрос будет спросить, как вы думаете, чего вам не хватило? Вот в чем проблема, почему вы были первыми? Потому что, я думаю, у нас настроя не хватило. То, что и вот уверенности, можно сказать, то, что идти до конца, цели не было. Как-то так. То есть вы больше как бы так уже изначально себя запрограммировали просто на участие? Моральное состояние? Да, моральное состояние было уже то, что участвовать и попробовать такое. Ну, ключевое слово попробовать, а не прям идти до конца, мы должны победить. Такого не было, просто попробовать. Вот есть такое замечательное выражение, что аппетит приходит во время еды, а вот потом не появился такой, нет, надо все-таки до конца как-то там бороться. Ну, бывают такие моменты. Мы видим вот ваш танец, очень так красиво, энергично. Вопрос Владимиру, продолжите дальше свое танцевальное такое увлечение? Или все, отбило желание танцевать еще на несколько лет вперед? Но если Подумайте. выпадет шанс, то с радостью соглашусь. Не, ну может быть уже есть какие-то планы просто там, для себя заниматься, там, после работы, свободное от работы время какое-нибудь. Опять же, сегодня же много, я назову это кружки, секции, ну и для взрослых в том числе, то есть сегодня возможность такая. Помимо работы у меня сейчас есть учеба в магистратуре. И для меня сейчас важно закончить это. Учеба важнее. Танцы подождут? Да. Хорошо. Ваш голос кому бы отдали? Вот за кого болеет ваша душа сейчас из оставшихся участников? А если я скажу, никто не обидится? Нет, почему? Теперь уже вы просто зритель, вы уже не участники, да? Кто вас больше всего, наверное, удивил, восхитил? Ну, вообще, мне все понравились. Но больше понравилась пара Александры и Оксаны вроде, да? Ну, такие прям талантливые. Владимир, солидарный или у вас свои какие-то фавориты есть? Мне понравился первый танец Анастасии и Ивана. Вот он такой очень эмоциональный был, успокаивающий. И сразу эта пара понравилась. Ну, кстати, вот вместе с ними мы были выбраны на выбывание. Но они остались на... Ирония такая. Ну, подобный проект, это, конечно, не что-то новое, да, многие федеральные каналы, да, практикуют это. Вот для вас участие в подобном проекте, это что? Какой опыт вы из этого извлекли? Для меня это выход из зоны комфорта. Такая смелая авантюра. Ну, для меня тоже что-то новое. Никогда раньше не участвовала в таких проектах. Ну, уже знаю, как это. Если в дальнейшем будут тоже меня приглашать, то я с радостью согласна. Уже знаю, что да как. Даш, а ты вот смогла бы в таком конкурсе участвовать? Я думаю, нет. Ты знаешь, вообще нет. Ни в качестве хореографа, ни в качестве ученика, потому что, ну, как-то не дружу я с музыкой. И совсем пластика, танцы, ритм, это все не про меня. Я тоже деревянный. Поэтому я восхищаюсь вот такими людьми, которые вот просто пробуют, испытывают удачу, фортуну. Мы, конечно, желаем вам, наверное, не расстраиваться, позитивного настроения, следите дальше, да, переживайте за своими уже друзьями, как вы сказали, да. Ну и, конечно, как сказал Владимир, выходить из зоны комфорта все-таки нужно, да? Нужно, и, собственно, мы поздравляем вас, что вы вошли в историю вообще такого
телевизионного проекта и были частичкой этого интересного процесса. Спасибо. Ну и хорошего вам дня. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы, которые расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Правительство утвердило порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения. Собственники, арендаторы земельных участков, землепользователи и землевладельцы смогут получать сведения о своих участках из ресурса бесплатно через портал госуслуг. Теперь в Государственном реестре земель сельскохозяйственного назначения будет содержаться свод достоверных, систематизированных сведений о состоянии и использовании таких земель. Ведением реестра и госмониторинга должен заниматься Минсельхоз. Также в реестр будут регулярно вносить данные, полученные в ходе мониторинга земельных участков. Министерство экологии Якутии проводит противопаводковые предупредительные мероприятия в виде ослабления прочности льда на реках Алдан, Амга, Нюя, Токка. Зачерняющим материалом применяется уголь, песок и песчано-гравийная смесь, имеющие наибольший коэффициент поглощения солнечной радиации. Также проводится расчистка русел рек, профилактические и подготовительные мероприятия по безопасному пропуску весенних вод через гидротехнические сооружения. В крещенские морозы, когда столбики термометров опускались до минус 56, подвижной состав «Алмаздортранса» в гараже не отстаивался. Даже в такие морозы сотрудники Мирнинского автотранспортного предприятия нашли пользу. Удалось проверить, как автомобили на газовом топливе будут вести себя при экстремальном понижении температуры. Легковой транспорт отработал в штатном режиме. Пассажирский с единичными случаями ремонта, массового схода с линии не было. Сотрудники Мирнинского автотранспортного предприятия оперативно ремонтировали транспорт. Он своевременно выезжал на маршруты движения. Техника показала себя с хорошей стороны. Серьезных недочетов в работе системы газобаллонного оборудования не обнаружили. В деловой программе третьей художественно-промышленной выставки «Уникальная Россия» впервые принимают участие представители Ассоциации «Сделано в Якутии». Эксперты обсудили меры поддержки развития туризма и промышленного потенциала на предприятиях художественных промыслов органами государственной власти НКО. Организаторами форума выступают медиапортал «Сделано в России», Торгово-промышленная палата РФ, Ассоциация организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников, наследие и традиции. Сегодня участвуют как ювелиры, так и сувенирщики, Зол Ись, также ювелирные изделия Изабеллы Павловой, ну и, конечно, компания «Камелек». Хочется сказать, что интерес большой как к Якутии, так и к промысловикам. Наша основная задача не только показать наши изделия, да, но и искать пути выхода на внешние рынки. Любимые мультфильмы «Три кота», «Тима и Тома», «Фиксики», «Малышарики» выходят на голубом экране и YouTube-канале на якутском языке. Российские мультики переводит и готовит к эфиру сплоченная команда НВК «Саха». Сегодня в смарт-библиотеке для детей они организовали большой праздник, и ребятишкам удалось воочию видеть героев мультфильмов, ознакомиться с творческим процессом, как мультфильмы переводят, озвучивают и монтируют. Также дети вместе с родителями побывали на мастер-классах и приняли участие в квест-игре. Были переведены такие мультфильмы, как «Фиксики», «Малышарики», «Тима Тома», «Маша и Медведь», «Три кота». И в перспективе сейчас идут у нас переговоры «Три кота» 3-4 сезоны. Идут переговоры с мультфильмом «Барбоскины», которые тоже дети увидят на нашем сайте официальном, на телеканале «Мама». Надо похвалить наших ребят, художников-аниматоров. Их всего 7. И хотелось бы как раз обратиться всем, кто владеет программами анимации. Приходите к нам, мы открыты к сотрудничеству. Кто хочет стать частью вот этого большого движения, вот этого большого проекта. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Традиционно в понедельник мы увлекаемся не только как каждый день, да, информацией о том, что происходит в мире, но углубляемся и в тему культурной жизни, правильно. И прямо сейчас на очереди как раз-таки культурные новости.
Доброе утро! Вас приветствуют культурные новости. С нами вы узнаете много интересного. Внедрение системы кэшбэка в Якутии рассматривается как один из вариантов поддержки проката местного кино. Рассмотрением этого вопроса занимается правительство республики. Как отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, реализация этого проекта позволит повысить доступность якутского кино. Напомним, в 2022 году в Якутии был принят закон о поддержке кино, который закрепил возможность финансировать производство фильмов из регионального бюджета. Впервые в Национальном художественном музее открылась выставка по мотивам якутского кино. Экспозиция, увидевшая прекрасное, посвящена фильму на реальных событиях «Не хороните меня без Ивана», который повествует о первом профессиональном художнике республики Иване Попове и его друге Степане Бересекове. Выставка очень разноплановая. На ней представлены знаменитые картины Ивана Попова «Шаман», «Якутск 17-го столетия», «Теленок». Посетители также могут увидеть уникальные реквизиты из фильма, костюмы, личные вещи героев, специально изготовленные для кинокартины по историческим образцам того периода. Выставку дополняют подлинные письма художника из архива музея, аутентичные предметы быта рубежа XIX и XX веков. В Якутии весной текущего года будет разработана и принята программа по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей. Документ разрабатывается по поручению главы республики Айсена Николаева. В программе предусматривается создание условий для системной генерации культурного контента, образовательных и медийных продуктов на основе языкового многообразия и культурного наследия Якутии. В эту работу будут вовлечены отраслевые ведомства, ученые, творческие союзы, телевидение, издательства, учреждения и бизнес. В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского работает выставка «85 лет созидания, творчества и успеха», посвященная 85-летию Дворца детского творчества имени Авдеевой. На выставке представлены работы обучающихся и педагогов, выполненные в традиционных видах декоративно-прикладного искусства и изобразительного искусства. Это картины в технике живопись, холодный батик, панно, изделия из керамики и бересты, куклы из текстиля и бисера, музыкальные инструменты из рогов и костей животных и многое другое. Выставку дополняют документальные материалы и исторические фотографии из фондов Якутского музея имени Ярославского, Музея истории и развития образования города Якутска. Всего на выставке экспонируется более 200 работ. Выставка будет работать до 10 февраля. На этом наш выпуск завершается. До новых встреч! Знаешь, культурная жизнь в нашей республике имеет такой свой колорит, да, вот обрати внимание, сколько хороших выставок, да, постоянно делается, и все вот именно связано с нашей культурой народа Саха. Да. Нам очень повезло в этом плане, потому что, ну, действительно, нам есть на что посмотреть и есть чем удивиться. Самое главное, есть как организовать свой досуг, мне кажется. Все-таки все равно это лежит в основе, а потом уже человек выбирает, кто-то выбирает одно, кто-то другое, кто-то идет, смотрит картины, выставки, музеи и так далее. То есть возможность культурно развиваться есть, и это замечательно. И еще радует, что на улице потеплело. Теперь, собственно, можно перемещаться по городу. Там сначала потеплело, потом немножко подхолодало,
Но в целом динамика показывает, что уже вот-вот будет все очень хорошо с точки зрения температурного режима. То есть весна, она где-то вот прям уже за стенкой стоит. Уже Да. вот сейчас зайдет. Давай еще раз. Для тех телезрителей, кто, возможно, только проснулся и не слышал наш прогноз погоды, который был ранее, давай еще раз поговорим. Расскажем, чего же сегодня от погоды можно ожидать, какие прогнозы есть. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 49 градусов. В заречной группе 43-48 ниже 0. В южных районах до минус 32. В Вилюйской группе 43-47 со знаком минус. В Нижнеленских до 46 градусов мороза. В западных районах 43. В Колымо-Дигирской группе Улусов 30-48 ниже 0. В Ямских районах 37-51 со знаком минус. На северо-западе до минус 38. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 40 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег, местами туман, ветер слабый. Температура воздуха ожидается до минус 36 градусов. Продолжая говорить именно про погоду, про то, что теплеет, для меня самым главным событием сегодняшнего дня было это то, что я вышел из дома в почти 6 часов утра и смотрю, а тумана нет. Все так ясно, все так, такая видимость прекрасная, прям как будто размылилась картинка у меня в глазах, прям все так четко видно, и это было здорово. Да, действительно, выходишь на улицу, и улыбка на лице лишь потому, что ты видишь соседние дома, ты видишь улицу, и настроение уже как-то, знаешь, более такое бодрое, потому что все-таки мы устали немножечко уже от этих морозов. Мне кажется, улыбка на лице — это как минимум только потому, что когда ты улыбаешься, зубы не мерзнут, и поэтому можно поулыбаться. А это как бы в свою очередь и поводом для улыбки становится, и как бы одно от другого зависит. И настроение в любом случае улучшается и становится таким позитивным, и ты готов встречать этот день. Ну, мы встретили его вместе с нашими любимыми телезрителями, как всегда, на телеканале Якутия-24 НВК Саха. И мы не прощаемся, мы, как всегда, говорим вам до новых встреч. Завтра в это же время мы увидимся на этих же телеканалах и с вами вновь будем встречать утро уже вторника. Да, ну а пока понедельник только начинается, и пусть пройдет он у вас отлично.